Это знаменитый театральный институт имени Бориса Щукина. И мало кто знает, что сюда может попасть каждый, как зритель, конечно. Ежедневно здесь идут спектакли. Сегодня, например, «Вечные сны». И в нем задействованы ребята из Якутии, которые здесь учатся. До спектакля еще полчаса. Режиссер вносит последние корректировки. Кто-то успевает прогнать номер еще раз, а кто-то уже в гримерке добавляет необходимые штрихи к образу. В институте есть собственный театр. Вот она, большая сцена. Все по-настоящему. И мы с вами сюда попали в удивительный момент. Репетиция спектакля уже завершилась, а зрителей еще не пускают. Зал находится в ожидании. Даже волнительно. Последний звонок. Зрители занимают свои места. Начинается волшебство. На сцене студенты третьего курса. У каждого свой номер. Спектакль – это их экзаменационная работа. В руках молодых людей буквально оживают предметы. Причем действие происходит без слов. Ведь это пластический спектакль. Прежде всего, актер должен действовать на сцене. И тяжело держать иногда задачу. Зачем я выхожу, что мне здесь надо, так сказать, предлагаемые обстоятельства, роли в том числе. Вот мы уткнулись в тему, значит, снов. Вещих снов, вещих, потому что вещи вечных с точки зрения смысла, что у каждого человека есть в глубине души какая-то тема или больное какое-то место, которое он хочет каким-то образом разрешить для себя. Больше, мне кажется, смысл нужно закладывать, и он закладывается больше, знаете, в отношении к предмету, то, как ты смотришь на него, а это через это и выражается, это и есть средство выразительности. Взгляд, паузы, жесты, как ты дотрагиваешься до предмета. Вот через это все и транслируется то, что ты хочешь сказать через это, через этот предмет, с этим предметом, то, что связано. Спектакль будто вводит в транс. Зрители испытывают сразу массу эмоций. Шок, удивление, восторг. И действительно, трудно представить, что в драматическом танце партнером может стать чемодан. Матрасы летают, а коробка способна превратиться в настоящее чудо. И напомню, все это без единого слова. В итоге ни один зритель не остался равнодушным. Отличные молодые ребята, талантливые, я вижу, что начинающие таланты. Мне кажется, что они добьются больших успехов. Очень понравилось. Оживают все предметы, смотрятся совершенно иначе на простые вещи. И предметы достаточно крупные многие. И было видно, что это очень много труда, потому что некоторые предметы уводят за собой, собственно, актера. И поэтому пластика на высоте для студентов, мне кажется, очень потрясающий уровень. Прекрасный спектакль. Классно, что нет слов, потому что в наше время вот такие действия и такая открытость говорят сами за себя. Красиво. Мы сначала думали, что это будет какое-то действие, именно какой-то сюжет. А когда увидели, что пантомима, это такие прекрасные работы студентов, это пластика, это музыка великолепная совершенно. И мы что-то под конец уже чуть ли не приплясывали уже сами, и просто восторг, правда. Молодая энергия захватывает. Нам понравилось, да? Захотелось двигаться, да? Двигаться, быть такими же пластичными и молодыми, но, может быть, только пластичными. Ну, что говорить, первый раз здесь. Было очень приятно посмотреть на молодых ребят. Очень хорошо, очень талантливо. И поплакали, и посмеялись. Какой номер мне больше всего понравился? С очень красивой девушкой с пышными формами. Я в восторге, когда ее унесли в зал. Где вот со скамейкой такая пышная девушка и худенький юноша, и вот она как бы его в свои сети, опутывает. Это номер якутянки Анастасии Авериной и ее однокурсника. Молодые люди успели за несколько минут показать настоящий фейерверк из трюков и эмоций. Конечно же, про любовь. Настя, расскажи, что это у вас за сцена? Как на ней ты себя чувствуешь? Это у нас называется БСЦ, большая сцена. Здесь играются спектакли 4-го курса. И для нас 3-го курса это первый спектакль на большой сцене. Первый раз встреча со зрителем именно приходящим. То есть не свои, не мамы, папы, а приходящие. И как впечатление? Это вообще не описать словами. Когда мы первый раз здесь оказались, просто какие-то зеленые, вот такие, боящиеся всего. Просто, оказывается, свет можно выставлять вот так вот. Тут музыка, звук, дым-машина. Это все так необычно было,
прям терялся поначалу. Спасибо большое нашему режиссеру Андрею Алексеевичу, он поддерживал, говорил: ребята, это первый шаг. И худруку нашему Михаилу Петровичу тоже большое спасибо. Это вот, правда, такие напутствующие слова, которые сидят, скорее всего, когда вот будет много спектаклей, эти слова все равно будут в голове. Первый раз выйти на большую сцену и оказаться один на один со зрителем. Я, конечно, играю со своим партнером, но все равно, когда ты чувствуешь вот эти аплодисменты, когда подходят зрители после спектакля и говорят спасибо, такие эмоции. И вот ради этого, наверное, и стоит вообще в театр идти. Настя – одна из 5 якутян, которые учатся по целевой программе в институте имени Щукина. После окончания они приедут в Якутск и станут частью труппы Русского драмтеатра. Что самое главное на сцене? Как должен вести себя актер? То есть какие-то точки, наверное, да? Куда нужно двигаться, куда смотреть, откуда говорить или что? Ну, конечно, это все есть, но мне кажется, самое главное на сцене – это отключать все свои проблемы, все свои переживания. Мы сейчас готовимся к экзамену по мастерству, и я буквально с репетиции прибежала сюда, загримировалась. Поэтому, мне кажется, не так важно вот точки, не так важно как, а главное вот это. Мне кажется, свет встать. Но это подстроиться, это могут помочь с этим. Это кто-то сможет тебя как-то настроить на это, по-нужному поставить, как говорить, все это помогут. Но если ты заходишь на сцену и у тебя какие-то внутренние проблемы не отключенные, то тогда ничего не получится. Перед выходом ты, может, переживаешь, что-то там очень страшно, но как только ты входишь на сцену, ты все отпускает. Ты просто, это какое-то чувство счастья. Ты выходишь, и тебя все наполняет, вот эта энергетика. И когда с залом ты чувствуешь вот это вот круговорот вот этот, то есть ты даешь залу, зал дает тебе. Это прекрасные чувства. Мария Карнышева тоже из Якутска. В спектакле у нее трио, но можно сказать, что в этом номере есть и 4-й герой. Это стол. В номере много трюков и интересных решений. От партнеров идет большая поддержка. То есть, я не знаю, вот у меня нет номера, где я одна. Но мне кажется, что это проще, когда кто-то рядом есть, и вы друг друга поддерживаете. А это еще один наш земляк, Дмитрий Окроков. У него в спектакле сложнейший номер с битой. Глаза боятся, руки делают. Надо же. Хочется. Надо удивлять. Ну, если даже страшно, то смысл тогда вообще выходить на сцену, если ты делаешь то, что тебе страшно. Все равно преодоление этого страха. И это просто, это не так, это все, сцена, она все равно по-другому, взгляд другой у зрителя. Кажется, что опасно, на самом деле нет. И сложного в этом на самом деле ничего нет. Нужно же подать, главное не что, а как. Мне нравятся какие-то отдельные номера, мне очень нравятся, они что-то вызывают у меня внутри. Например, номер с чемоданчиком. Очень замечательный, мне кажется, очень милый. Номер с рамой. Не только с актерской, но и со зрительской. Как со зрительской мне просто нравится, что я вижу. С актерской мне хочется в этом тоже участвовать. Еще 2 ребят из якутской группы, которые учатся в Щукинском институте, Шахрус Шепелев и Александр Колясников, наблюдали за земляками из зала. Их экзаменационные номера с предметами в спектакль не попали. Ну, в моем случае, в связи с отсутствием партнерши, с ее выбыванием из игры, так сложились обстоятельства, как говорится. Не совсем. Я иногда так прихожу, смотрю на мучения ребят, думаю, господи, как хорошо, что меня в нем нет. Очень милый спектакль, ребята большие молодцы, конкретные, целесообразные. Это очень важно в работе с предметом, и они очень органично выступают. Предметы для этюдов студенты выбирали сами. Знаете, когда на 2-м курсе мы приступаем к разделу «Сценическое движение» и конкретно работа с предметом, перед каждым ставится задача выбрать предмет, с которым ты будешь выходить на экзамен и, соответственно, работать полгода, да? Целый семестр. Кто-то берет банальные вещи, швабра, там еще что-то. А я просто историю из Театра наций посмотрел, где казак на бочке, значит, катится. Я такой, так, надо, наверное, бочку взять. Ну и взял. Научился также, между прочим. Хожу, летаю, бегаю, прыгаю через нее. Так что мне нравится.
В 2019 году Русский драмтеатр имени Александра Сергеевича Пушкина и Театральный институт имени Бориса Щукина начали сотрудничать и готовить будущих артистов из числа якутян. И мне нравится, что вот якутское правительство в лице Министерства культуры и Русского театра пошли на это. Мы набрали там 5 человек, ребят, которые, закончив наш институт, поедут туда работать. И мы хотим, чтобы они были достойными, чтобы вы сразу заметили и сказали: во, это те самые, которые учились когда-то в Москве. Ребята учатся хорошо, мы продолжаем общение с театром. Александр Лобанов интересуется этими ребятами, задает вопросы, когда приезжает, приходит сюда, и это уже хорошо. Они от правительства получают поддержку, они даже получили какие-то, такой грант, институт на то, чтобы они сделали специальную работу, которая могла бы приехать туда. То есть все это делается, работается. Они никоим образом не отделяются. У нас учатся ребята для Тульского театра, для Калужского театра, для Ростовского театра драмы. Так что у нас много людей, которых мы готовим, чтобы они были во всех театрах страны. Благодаря нашему театру и Министерству культуры, которые нам предоставили еще дополнительные часы по актерскому мастерству, часы дополнительные по танцу, по вокалу, по чему-либо. Вместе мы делаем спектакль целый, дипломный, который для студента театрального института это все. Вот он, пик. Все замечательные люди, все замечательные будущие артисты. Я считаю, что очень правильным политику, театров, когда они, выбирают ребят и посылают их в учебные заведения для того, чтобы потом получить в ответ оснащенных артистов. Потому что мне кажется, что театр не умирает, у него нет, мне кажется, какого-то точного сегодня жестко сформулированного лица, он очень разный, он и должен быть таковым. И мне кажется, совершенно не исчерпан потенциал классического театра в его традиционном, взгляде на него, да, когда жизнь человеческого духа на сцене является ведущим. Институт начинает свою историю еще с 1914 года, а это здание было построено в 1937-м. И по этим ступеням ходили и Андрей Миронов, Ролан Быков, Нина Усатова. А стены украшают фотографии и имена всех выпускников. Куда ни глянь, сплошные звезды. Вот, например, Максим Аверин, еще с другой прической. Я с огромной надеждой смотрю в будущее, потому что наш институт, наша школа является одной из лучших театральных школ мира, если хотите. Приезжали иностранные студенты для того, чтобы проходить русский семестр, а когда-то, в далеком 2006 году, мы на театральном биеннале в Венеции получили золотого венецианского льва. И мы являемся той единственной школой мира, которая владеет этим львом. Сейчас якутские ребята уже работают над дипломным спектаклем. Премьера в следующем сезоне здесь, в Москве. А после актеры с постановкой отправятся в Якутск, где спектакль станет частью постоянного репертуара Русского драмтеатра имени Пушкина. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.